Здравствуйте, друзья! Я Петр Цепандин. С Новым годом! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы начинаем серию новых передач 2022 года. Находимся в гастростудии Мусхая, обязательно нужно напомнить. И к нам сегодня в гости пришел Семен Агатоев, предприниматель с большой буквы «П». Семен, приветствую. Приветствую. Да, тем более, что Семен мой давний друг, ну, можно сказать, практически с 90-х, да? Когда я говорю 90-х, я специально подчеркиваю это слово. Семен, в первую очередь, спасибо большое, что ты согласился быть гостем моей передачи. И даже зная, что с чем ты сегодня к нам пришел, я знаю, что ты смотрю и вижу, что ты так основательно подготовился, я все равно задам тебе вопрос. Семен, с чем ты к нам сегодня пришел? Да, добрый день, уважаемые зрители. Всех поздравляю с Новым годом. Я сегодня пришел сюда узбекским, буду готовить узбекский плов, обычный чайханский называется плов. Ну, да, время не резиновое, так что давай. Давай начнем. Камон. Да, Я показываю тебе, как помоги работает. мне включить, да. Да, вот. Так, Значит, мы делаем максималочку. Максимум. И здесь... Да, и сразу воду вскипятить надо. Да, воду вскипятить. Тоже надо. максимум. Все отлично. Программа максимум. Уже у нас Так, начинает нагреваться. Так, я беру обычное масло. Растительное? Подожду, чтобы он... Чтобы нагрелось, да? Да, казан. Будем условно говорить, это казан. Ну, он, собственно, нагрелось, есть. да. Ну, похож на казан. Да. Маленький мини-домашний казан. Да, чтобы он нагрелся нормально. А потом мы, значит, будем готовить на хлопковом масле, чисто узбекском. Ой, редкость, да. Ну, хорошо. Семен, традиционный вопрос. Многие телезрители наверняка тебя знают в лицо, да, а могут и не знать. Поэтому традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Кто вы такой, чьих будете, чем занимаетесь, и откуда родом и все такое? Немножко про себя, пожалуйста. Я родился в таком маленьком участке, где 15 домов. Тюрют называется, Таптинский луз. Тюрют, ага. Это напротив села Харбалах, через реку Амга. Красивейшие места. Обычно раньше говорили, что это вторая Украина. Да, там плодородный слой почвы, практически чернозем, все растет, все у нас там очень хорошо. Рос и вырос и там же, да. Школу закончил в Харбалахе, потом поступил в Якутский госуниверситет. Географ я. Географ? Да, географ. ГРФ? БГФ. БГФ. Все. Биолого-географический факультет. Специальность географ-мерзлотовед. Вот так вот. Так, у нас плитка очень хорошо, сильно нагревается. Это хорошо. Это хорошо, да? Это очень хорошо. Ага, немножко жар идет, ничего страшного. Мы сейчас его потушим. Как в натуре должно быть. Да, мы сейчас потушим его. Мы его сейчас немножко потушим, чтобы так сильно не парило. Да, я смотрю, ты масло не жалеешь. Ага. Да, Так. да. Масло я не жалею, потому что масло лазер, рис лазер, он любит масло. Мы сейчас масло нагреется очень быстро и готовим. Давай я помогу тебе. Да, помоги. Готовим полукольцами режем. Слушай, поступил ты в географы, закончил. Потом что? 3 года я отработал в институте мерзлотоведения. Лаборатория северного мерзлотного луговодства. Так, иди-ка. Опа. Как обычно, кто заканчивает университет, бесплатно отучился, он должен 3 года отработать, государству вернуть свой должок. Да, я вернул, 3 года отработал, а потом ушел в бизнес. Бизнес, да. Про бизнес, да, тебя знают, наверняка многие бизнесмены. Я тебя тоже, мы познакомились именно по бизнес-группе, да, мы с тобой познакомились, как одного из самых первых людей цивилизованной торговли.
90-е годы. 90-е годы, как это, ну, как бы это не парадоксально не звучало, да? Да. Да. Расскажи, как все начиналось? Ну, на самом деле было достаточно... все резко очень началось. Ну, Не было такого, чтобы там отучиться там на бизнесмена, да. какие-то тренды ловить, как сейчас делается. Да. Грубо говоря, по наитию. Грубо говоря, жизнь заставила. То есть ты сидишь без денег, зарплата маленькая, его еще задерживают. А ты должен кормить детей и так далее. Вот. Поэтому и тут возможности открылись по бизнесу. То есть, не то, что бизнес, там предпринимательство было. То есть, первое, этот был, как его, челноки. То есть, Да. возили, продавали. Раньше мы их называли форцовщиками, Ну. а потом Ну, их начали... скажем честно, сначала называли спекулянтами. Ну, вроде как бы, да? А потом уже челноками. Да, всегда их называли спекулянтами. Спеку- Соль, где у нас? Соль у нас... Ага, Вот это. Если много же надо. Это соль. да, хорошо. А это сахар просто стоит. Ага. Вот. Мы начинали, ну, я начинал, как ты сказал, цивилизованно. То есть я с института ушел и пришел к малому предприятию, который торговал компьютерами. Вот. И начал торговать компьютерами, и мне как-то эта тема очень понравилась. Ну, да вообще, это же новое новшество было. Когда Да. начинал-то, ну, не то, что не в каждой семье, в редкой семье был компьютер наверняка. Только предприятие было. Только предприятие, Очень да. дорогое было, да. Ага. Я помню, первый борт, будем говорить, самолетом привез. Выставку продал. Я когда летел самолетом, я еще думал, а как мне все это продавать? Да. Кому, да, интересно? Нет. И как вообще? Нет, вообще как? У меня магазина не было. А, Я просто летел с Москвы целым и Инстаграма Ил-76. тогда не было, чтобы через Инстаграм. Да, я WhatsApp думал, не было. А как я буду продавать? Все, 6 часов лета я думал, а потом приехал, и тогда был Попов директором сельхозтехникума. И у него был каникулы, вот в это время как раз. И я у него попросил актовый зал, пока студентов нету, сделать выставку-продажу. Объявление дал и начал ждать. Народу пришло видимо и невидимо. И Да вообще, да, вообще ажиотаж такой был. Телевидение приехало, корреспонденты приехали. Только потому, что это были компьютеры, да? Ну там не Это только... какой год? Это начало 94-го. Ага. Не только компьютер, там канцтовары были, какая-то бытовая техника у меня была еще. Но тогда был острейший дефицит всего. Меня представляю, да. меня поразило то, что люди просто подходили и с выставочный экземпляр брали. Хватали, да? Да. И мне пришлось нанимать милицию и людей, чтобы не уносили. Они просто совали пачку денег и говорили, вот принтер я забираю. Это да. теперь мое, да? Да, это МВД, что ты хочешь. Ну, о, нифига. Да, человек полковничек в погонах. Еще была женщина такая, ну, такая дама, отвечала за обеспечение дома правительства номер 1. Вот она со своей свитой приходит и пальцем показывает, вот это отсюда до сюда, и вот это все наше. Да. Выписывая счет, мы оплачиваем. А потом следом приходит банк КБСР Якутия и говорят, закрывай выставку. Все, что привезли, Потому что мы, говорит, все мы берем. мы все берем. Никаких разговоров. Все закрывается. Они сами начинают распоряжаться. Так, все выходим, выставка закрывается. Так. Да. Все. Ага. Я вообще в шоке был. Ошеломлен. В шоке был. Ну, ты, скорее всего, не ожидал такого. Да, я не ожидал такого. Да, я думал, как... Ты подумал, наверное, я вообще рекламу Да, давал. кредит, как мне вернуть, да. Тогда кредит был 120% годовых. Воу! Сирбанк мне дал первым. До меня все брали 80% годовых. А когда я пришел в Сирбанк, на меня посмотрели и сказали 120%. Либо ты берешь, либо иди отсюда. Но. Ну, я Но ты рискнул, да, я рискнул. рискнул, взял. Ага. И через месяц я им закрыл этот кредит. Ну, потому что 120% годовых. Ну, и конечно, они каждый день, платить? да. Да. И что интересно, они потом сами бегали за мной и говорили, Возьми еще, еще кредит. Поменьше процентов. А уже КБСР Якутия говорил, это наш, ты у нас берешь. Да.
лучшие И условия. и Да, ты пошел на расхват почти. да, ну вот с этого аккорда как бы сильного, да, у меня бизнес пошел. Поэтому Не, ну это удача. скажем так, прямо тебе очень сильно повезло. Мне вообще, ну, как бы Да? Бог поцеловал темечко. Ну, я и говорю, да. Ну как, ты приходишь, тебе говорят, все, закрывай выставку, мы твою забираем. Да, Ну как, это же вообще- же для предпринимателей вообще благо. Ну, а я говорил, а как же другие? Я им хочу показать, это выставка продажи, подождите еще неделю. Они говорят, вот это забираем, а это пока подождем. И ты на следующий день полетел снова в Москву? Конечно. У меня вот такой общая тетрадь была, Ага. Эрик Краузе, большая. И она была почти заполнена заявками. А, Я уже покупал по заявкам. Я уже знал, что купить. ну тогда электронных устройств ничего не было, все вот так, да? И самое смешное, да, драка была за калькуляторы Canon. Ну, вот которые вот такие. Да, Донаты. электронные. Да, это вообще было ужас. Потому что я пару ящиков привез, там не знаю сколько штук, сотен. Ну, банки, наверное, да? Да, все они- кассиры, все они, эти. да, они женщины вот так вот таскали этот коробки. Так, да. это уже можно Да, выключить, это да? выключить, ага. Да, Citizen, вот. Да, Citizen, Canon, да, по-моему, были. Опа. И поэтому, ну, как бы, да, все пошло очень хорошо. Я вообще, как бы, судьбе благодарен, что все так было. И уже взял в аренду магазин на Толстого 20, многие, наверное, помнят. Да. Да, и уже начал возить телевизоры в большом количестве. Ну и работать с предприятиями по перечислению. Ну, уже магазин открылся и Уже все. магазин открылся, уже первый штат у меня люди приходили, а меня на все не хватало. Я смотрю, один человек стоит и объясняет, как этот компьютер работает, как принтер подключать и так далее. Кто-то, да? Кто-то, да. До обеда я смотрю, стоит, объясняет. После обеда прихожу, он стоит, Опять- объясняет. Я подхожу, ты кто такой? Он говорит, Чё за я говорит, сумасшедший? да, Гаврил Скрябин. Ага. И он у меня остался работать. А что он там И делал? он пришел покупать с какого-то предприятия. Ага. Ну, ему интересно самому, и он Да, знает, ну люди спрашивают, а у меня А он знает. персонала-то нет. А он знает, да? Да, и поэтому он остался. 94 год, это, наверное, 284, 384, первые пентиумы, наверное, да? 286. 286. Какой Пентиум? Тогда вообще А не пентиум было. еще Да, не было. Подожди, 286. Пентиум появился, по-моему, в Да, 90... 386, когда появились, это было, ну, как бы небо и земля. Потому что 286, у него 40 мегабайт памяти было. Сейчас сказать вообще такое, ура. Да, потому что там 100, по-моему, было, из них 60 занимал Windows. Да, да. Да, и 40 оставалось на твои все эти развлекаловки Да. и бумаги. И TED Scholar у всех обязательно Да. должен быть. Да. TED Scholar, ну. Мы, Веселые времена. да, мы сейчас добавим морковь уже по времени у нас нормально, да? По времени у нас нормально все. Мы идем с опережением графика, я бы сказал. Даже. Ну, тогда давай чуть-чуть уменьшим, да. Огонь? Да. Ну, его на одненку поставим, ну, чтобы он просто так тепленький стоял и все. Нам обязательно же горячая вода нужна. Да, Кипяток. горячая надо. Потом уже, чтобы, да? Так. Ну, морковь обычно на плов идет желтый, ну, как на классический плов. Но у нас в Якутске его нету. Я сколько ходил на рынок, его никогда не бывает. Редко очень бывает. Редко очень бывает. И Ну, когда редко- урожай у них, или Да, себя привозят, да. Ну, Обязательно я чуть-чуть добавляю зиру. Ну, посолим. А правда, что соли побольше надо для мяса сначала? Потому что рис не солишь, потом типа соль забирает рис. Или как? Нет, тут по-разному. Потому что, да, рис обычно, когда замачиваю, я солю. А, уже замачиваешь? Да, да. Уже солишь? Да, уже. А. Поэтому тут как бы... А рис у тебя замоченный? Да, я рис за 2 часа промыл, замочил Замочил. и посолил. Немного. Ну, сейчас нут добавим и зальем воду и будем делать зирвак. Нут обязательно. Нут у тебя тоже замоченный. Да, я нут, смотрел. нут самый такой капризный составляющий, ингредиент, да, его надо
замачивать за сутки. Иначе он будет твердый. Ну да, он в зубах будет, да? Да, иначе он будет очень твердый и будет зубы можно сломать. Так, тут у нас можно держаться, да? Сейчас мы будем делать зирвак. Она не горячая? Да, нет, она нормальная. Так, вот это мы оставляем. Это хорош? Да, это пока хорош. Это пока Да. И мы его закроем, Так. да, чтобы чуть-чуть подышало. Ну, давайте, значит, про... Про нож, да. Я Да. смотрю, красивый нож какой-то такой, необычный. Ну, я как бы плов делаю уже несколько лет. Угу. Можно сказать, даже 10-й, наверное, где-то год пошел. И вот мне в этом году подарили нож, он узбекский, пычак называется. Кычак. Пычак, ну, Как бычак наш. да, как это тюркское слово, по-узбекски пычак, пычок, по-нашему быгах, бысах. Ну и на всех тюркских наречиях он так идет. Похоже, Да, похоже. произношение. Ну и я привез сюда показать леган. Это рештанский леган называется. Блюдо специальное. Для сервировки. Да, это есть такой городок ремесленный Рештан. И там делают вручную это все. Да, вручную расписывается, вручную делается. Вот это все. Да, это вот рештанский леган. Так, оп. Ну, нельзя. Вот. И, Так, ну, подожди, а преимущество этого ножа какое? Почему? ну, я обычно, как все якуты, наверное, якутским ножом пользуюсь. Дома. Да. Ну, как? Он универсальный. Да, Чё? он универсальный. Но раз ты делаешь плов, лагман, среднеазиатские блюда, Блюда, да, то... Ну, почему бы и нет, да? Да, почему бы и нет, и надо стремиться к этому. Тем более, я его не покупал, мне его подарили. Ну, тем более. Да, ну. вот поэтому я благодарен тем, кто подарил такой нож красивый, хороший. Я вот впервые его, первый день пользуюсь. Ну, скажу, что он нормальный, хороший. Да. Смотрели, как он лучше лежит. Всё хорошо. И, наверное, уже буду пользоваться постоянно, когда буду готовить среднеазиатские блюда. Ну, да. Я вообще люблю среднеазиатскую кухню, турецкую кухню. Турецкую. Да. Потому что я когда путешествую, там, Таиланд, Китай и так далее, Вьетнам, я есть не могу. Я там только яичницу кушаю. Сейчас чем занимаешься? Сейчас я занимаюсь тем, что у человека хорошо получается. А я с 2010 года занимаюсь привлечением в Якутск, Якутию федеральных компаний. Вот. В 2010 году я сюда привез Шинторг, сейчас Йохохо магазин. Вот. В 2011 году, 2012 году я сюда привез ДНС, все прекрасно знают, да? Который сейчас вообще процветает. Да, во всех уголках республики и в Якутске открыты магазины. Вот. И сейчас я занимаюсь тем же самым. С федералами работаю по поиску помещений и открытию. Ну, в этом году вряд ли на первой половине не получится открыть магазины, но со второй половины, скорее всего, начнется тут открытие нескольких магазинов сразу. Об этом узнаете позже. Да, Пока вот так, да? да, пока вот так. Да. Ну, круто. Но, То да, есть планы уже есть. планы есть, а работа идет, договора аренды уже подписываются. Поэтому все хорошо. Помещения ищутся, персонал набирается, Да, да, да. техника везется. Ну или товар Ну, везется да, скорее всего, все начнется с марта. с марта. Да, Движуха пока какая-то, переправа да? есть, да. А потом с июня ну уже, да. с июня уже Учитывая пойдет нашу работать, логистику, да. конечно, да, все Ну, согласен. у нас логистика, да. Я разговаривал достаточно большим количеством федеральных больших ритейлеров, но всех убивает наша логистика. Отсутствие моста – это что-то с чем-то. Просто. Сюда могли бы зайти огроменные магазины, да, типа Ашана, там, типа Ленты, либо Леруа Мерлен. Но они не могут зайти из-за нашей вот логистики, отсутствия моста. Да, им страшно. Они, скорее всего, не могут понять, как выстраивать. Когда им объясняют, что в октябре надо затариться на 3 месяца на
максимальные продажи, да, которые вот декабрь дает, ноябрь-декабрь, да, предновогодние. частичный, да, январь, Предновогодние, да. ну. И зарезервировать под это несколько миллиардов, просто утопить их. И денег, и, Товара. и средств, и товара, и Всего, складские да. помещения. Да, 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 ну. Это они, когда калькулятором работают, им это очень сильно не нравится. Очень сильно. Они сейчас все работают с колес. С колес просто. Привезли, продали, привезли, продали. Ну, то есть практически вот так. Да. Товар не должен лежать мертвым грузом. Само И деньги собой, тоже да. не должны лежать мертвым Да. грузом. Они Деньги должны работать. деньги делают деньги. Всегда, Да. что так считается. Ну. Поэтому отсутствие моста – это просто наши слезы. Ну, не знаю, что. да, очень много споров по этому мосту, да. Ну, кажется, и население, и правительство, и федеральное руководство поняло, что все-таки мост это благо для нас. Так? Ну, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Да, Мост, но- он нужен был в прошлом веке еще. Так-то, да? Да. Ну. И экономически, и по всем параметрам этот мост экономики республики, вообще развитие республики, да, Якутска, именно, да, даже Якутска, да, она бы дало все 50 лет развития до этого без моста. Вперед. Да, я серьезно говорю, потому что все движения, да, вся торговля, вся это, даже включая туризма, да, все вот тормозится, что у нас наземного сообщения нет. Ну, представь себе, что Якутск превращается в остров 2 раза в год. Да. Достаточно продолжительное время. Для современных бизнесменов, привыкших к быстрому обороту денег, это вообще кошмар. Просто поэтому надо уважать тех, кто уже пришел и работает на Ну таких да, условиях. и в таких условиях продолжай работать. Смотри, ты начинал бизнес, когда он только появлялся в России. Да. В России, ну, в Советском Союзе, потом в России. Какие изменения ты видишь сам сейчас? Ну, Что было тогда? Да, Что было изменения. 10 лет назад? Что сейчас? Изменения в лучшую сторону, конечно, к сожалению, по некоторым аспектам не вижу. Почему? Потому что, когда я был брокером Якутской товарно-сырьевой биржи, это 93-й год, на минуточку, да, мы покупали, продавали в Восточной Сибири, это Иркутск, Владивосток, Находки и так далее, да, товары без подтверждения. То есть у меня был свой код, номер брокерский, и я говорил через маклера Якутской товарно-сырьевой биржи, что я покупаю вагон, 2 вагона, допустим, головы минтая, который там никому не нужен. И человек мне отгружал на мой адрес в Иркутске, потому что там ферма была, Чернобурок. Им нужно да. кушать, ну. И с Иркутска брокер меня оплачивал деньги. Они не как сегодня шли за полчаса, да? Они шли там неделями. То есть, там, Платеж. да, это. А потом я платил, оставлял себе свои комиссионные и платил тому парню. То есть все верили. Все, вот 93-4 год, я не помню, чтобы кто-то кого-то обманывал. Ну, такое кидалово не было, да? Тот же Николай Румянцев, он покупал там УАЗики 90, да, 90 штук. Он их еще не платил, а ему уже отгружали. А сейчас просто представить себе такое невозможно. Просто невозможно. Ну, После этого появились авизовки чеченские, да, которые убили вот все это доверие. То есть ты, если даже банковский платеж показываешь, тебе не отгружают, пока они не упадут на фактически, да. счет. Да. Очень часто такие махинации были, конечно. Ну, поэтому это... А сейчас бизнес зарегулирован, да, и налоговым со стороны государства, и между собой ассоциациями и так далее, да, вот там. Но бизнес-этикет, бизнес, как бы, представление друг к другу, уважение друг друга, да, как старое купеческое слово и так далее. Я сказал, Вот пожали руки, да, всё. пожали руки и так далее. Сейчас такого нету. Сейчас надо все писать, подписывать, да еще мелким шрифтом какие-то там пункты, бомбы. Сейчас, как говорится, лучше подтверждение дружбы 100% предоплата. Да. Если не хочешь потерять друга, не Хоть давай взаймы.
Будь Да. добр, да. Да. Не давай взаймы. Да. А раньше так договаривались, делали, и все было очень хорошо. Но середина 90-х, там 96-й-97-й год, когда вот авизовки пошли, когда банки начали лопаться, деньги начали пропадать в банках, еще вот черные вторники пошли, денежные реформы пошли. Да. То есть обман пошел не со стороны населения, да, людей, А и вроде как бы и оттуда. сверху, да, с государства. Государство начало кидать Да, налево-направо. вроде как бы ты заработал, а твои 3 0 стерли вчера. Нет, у тебя просто в банке деньги лежат, и Но. ты ходишь, что богатый. Да. Утром приходишь, банк закрыт. Банк закрыт, все, ты не можешь получаешь. Да. Ищи деньги. Как сможешь, где найдешь, там найдешь. 90-е годы, да, вот говорят, почему у нас? Это наша история, да. 90-е годы, говорят же, те, которые пережили 90-е годы, ну, могут пережить все. Да, почему говорят? Ну, что, это же для никого не секрет, что 90-е годы были временем, почему их не зря же называют лихие? Какие-нибудь были у тебя ситуации, истории Ну, именно? лихие почему? Потому что вопросы решались здесь и сейчас. Ну, Да. Всегда никакой вопрос не затягивался на долгое время. Да. Там, купить, продать сейчас, отправить сейчас, допустим. Я приезжаю в Домодедово, у меня 4 КАМАЗа полных аппаратурой на несколько десятков миллионов. И самолет, я созваниваюсь с командиром борта Ил-76, военные обычно летали, да, авиакомпания «Байкал». И он говорит, я на поле загружай, а чтобы снаружи заехать на территорию Взлетную полосу? Домодедово, ты должен через Братков Видного, ну, город Видно есть. Видновские, ну. Да, Видновский, там был дядька Грик, и через него базар-вокзал. А там не всегда просто вот так вот, да, деньги отдал, тебя пропустили. Ага. Можно было и натыкаться на автомат, там, Ну. битами, там, разговоры разные были. Вот. Я всегда на пролом как-то проходил, меня там несколько раз ловили специально, через сотрудников ГАИ и так далее останавливали. У меня ребята, которые студенты на меня работали, якуты, один парень переехал зимой без шапки. И он мне говорит, Семен, андаторовую шапку отдал гаишнику, чтобы он отпустил. Он его затормозил машину, он сопровождающий КАМАЗа. Ну. И вот пришлось человеку, Шапку отдать. да, норковую, я тебе норковую шапку куплю. Вот так вот. Да, ну были времена, да, как говорится. Хорошие были времена. Мы были молодыми, задорными и ничего не боялись. Да. Там как-то такая вот волна шла, можно было заниматься всем чем угодно. И если ты достаточно правильно себя ставишь в бизнесе, да, с людьми разговор и так далее, и у тебя за тобой нету шлейфа обманутых, кинутых, брошенных контрагентов, ну, репутации, Репутация, да. тогда с тобой работали. Потому что сейчас очень модное слово стало репутационные риски, да, институт репутации, типа, нам нужно делать, чтобы вот так, типа, да? Ну, это очень поздно, да. Репутация это на Западе. Это, Одно из самых важных. да, это не то, что одно из, это самое главное. Ты знаешь, почему картина Малевича «Черный квадрат» стоит бешеных денег? Хотя она, по большому счету, ничего Да ты собой... нарисуешь, да я нарисую «Черный Да, квадрат». да. Что сложного, да? Репутация. Репутация, да. Так, Семен, что у нас? Ну, у нас зирвак почти готов. Так. Ну, как бы, В быстром темпе. да, который вот в ускоренном темпе. Ускоренный. Сейчас, да, мы сейчас туда добавим обязательное условие чайханского плова, это барбарис. Так. Этот барбарис дает немного такой кислинку, который необходим, и вбирает в себя лишнюю соль и добавляет туда, Запахи уже пошли. да, добавляет, Жалко, камера не передает, но она и есть. да, добавляет туда немножко вот такого интересного вкуса. Я люблю барбарис всегда добавлять, сушеный. Обычно с магазина беру любой упаковку. Вот. И мы сейчас добавим уже, положим рис. Погрузим Потому что, рис. Да, потому что уже время.
Хорош. Мы немножко выдержали, конечно, паузу, это для телезрителей говорю. Минут 10-15 мы взяли перерыва. Это вы не думаете, что прямо 20 минут и мясо уже все готово. Нет. Да. Да. Это делается монтаж, называется. А сейчас Так. рис. Какие пропорции мяса, риса, Ну, из-за того, что... моркови? Да, из-за того, что у нас казан, не казан, а маленький, у нас идет вообще золотая пропорция: килограмм мяса, килограмм риса, Да. килограмм моркови, Все должно быть по... да, полкилограмма лука. Вот. Такой пропорции должно быть. Но сейчас у нас немного... Соусов, да? Да, немного Да, есть. ты вот это использовал для того, чтобы это... Да, вот это вот сейчас положу, чтобы не морать. Ну и я добавлю зиру. Зира — это обязательный как бы ингредиент. Обязательный плова. ингредиент. Да. Без зиры не бывает плова. И я добавлю воды, потому что, ну, кипятка, потому что у нас достаточно много риса получилось. Так. Хватает воды? Да, воды, наверное, хватит. Да, мы потом его, рис, перемешаем. И будет нормально, Да, да? верхнюю часть, и будет нормально. Мы сейчас... Огня можешь добавить. Ну, Да, смотри сам. Огня давай... На 9, да? Ой-ой-ой. Нет, Так, это, так, так, так. это не то. Да. Вот А так, это а вот это мы обнули. обнуляем. Да, несколько минут мы закрываем плотно Крышечкой. казан, ну, чтобы резко рис впитал себе пары. Да, да? вот, да, набух, а потом мы его снимаем, чтобы рис не разварился. Кстати, мы забыли один из тоже главных ингредиентов — чеснок. Чесночок. Некоторые прямо вот так головку кладут. Да, ну, это правильно делают. Классически так делается, но я не нашел узбекский чеснок. Который вот такой... Да, со стручком. А это китайский, поэтому вот в таком Ничего. виде. Да. Для дома подойет. Да, для- Слушай, вопрос. Перебегаем мы сразу тему. Да? Ты один из основателей внедорожного клуба «Мамонт». Да. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как это произошло? Это, Откуда такое увлечение? Да, это как бы одна из моих светлых страниц жизни, будем так говорить. Да. Прозвучало двусмысленно, конечно, так. Ладно. Потом, когда в конце 90-х, когда Якутске стал популярным, ну, как бы, 4ВД движение, ну, более-менее люди все пересели на джипы. Когда уже все поняли, что есть такое, кажется, слово «джип», Да. и что это, да, это вот так. Мы начали ездить на охоту-рыбалку. Там уже компании собрались, и мы начали ездить на охоту-рыбалку и постоянно где-то застревать. То есть надо было доехать до какой-то Курии, и ты не доезжаешь, до Заимки не доезжаешь, и вся охота на этом заканчивается. И тогда думаю, так, вот была бы такая машина, Да, типа, да? и я, когда в Москве в командировку ездил, я покупал журналы 4ВД, там полный привод и так далее. Four-wheel drive, да. Да. И начал уже общаться с людьми на эту тему. В 2004 году я в декабре в одиночку мы съездили на одной машине в Лабынкыр. Это Аймяконский луз при минус 50. Это была страшная поездка. Риск зашкаливал. Местные крутили возле виска. Человек убиться хочет и так далее. Да, зачем? Да, геройски погибнуть там. Дорог не было. Мы все по Селене ездили туда. Соляра замерзла. Ну, там мы хапнули горе, как говорится, по полной. Живые вернулись, на этом спасибо. И спасибо машине Nissan Patrol не подвел. Ну и после этого я написал статью в журнал 4ВД, полный привод. Они его с радостью опубликовали. Про путешествие, ну. Да, я электронную почту указал, и посыпались вопросы. Центральной России, там, откуда угодно.
вот как туда съездит Лабын-Кыр. Это вот, ну, я легенду расписал Лабын-Кыра. Ну да, почему именно это было выбрано? Да. Ну. И народу это стало очень интересно, и они начали писать, клубы писать. Внедорожные клубы, объединения. Как с вами встретиться, пересечься и вместе поехать, посмотреть там и так далее. И тут как бы я оглянулся вокруг, кто есть в Якутске вокруг этого. Единомышленники. Да. Начал смотреть. Тогда появился ekt.ru, какой-то форум, я не помню, то ли автомобильный, то ли какой-то. И там, я не помню кто, но кто-то написал, что веллеры каждые выходные там катаются на великах вокруг, ну, около города. И одна там девушка написала, я не помню тоже кто, типа, вот была бы машина, да, с этим, там, еду, там, рюкзаки, стулья, столы, чтобы за нами возила. Было бы вообще классно. И мы почему-то с Араилем Заляловым задумались, а потом Араиль, по-моему, там написал, что у нас есть там машина 4ВД, давайте соберемся, там куда-нибудь поедем. И первое собрание было у нас в офисе, пришли люди, вообще мы никого не знаем, заходят, здесь это, да, там, джиперы. Вот. Собрались, запланировали, и в мае месяце мы сделали первый выезд по катушке до ЧБД через Владимировку. Машин, по-моему, 14-15 было. Дима Аргунов там с нами был, снимал, и у него архивные кадры это есть. Там достаточно много было продвинутых ребят из НВК Саха, тогда вот, как называлось, короче, одно из самых первых путешествий это было. Да, первый выезд был, и он, Вячеслав Живолов он был. Славка. Да, и ну, много было ребят, пишущих и снимающих, и фотографирующих. Ну, то есть это самая первая запомнившаяся? Да, это первая вылазка была. После этого мы еще раз собрались у нас и начали искать название. И, конечно же, да, и, конечно же, Мамонт. Мамонт, да, потому что... Тогда как раз нашли еще какой-то мамонтенка там, шум стоял в депрессии, его возили куда-то в Японию и так далее. Да. Ну, вот это вот тема на Экспо и все прочее. Да. Слушай, а какое самое большое запомнившееся такое масштабное путешествие? Масштабное, грандиозное путешествие. Первое у нас было Колыма, черная планета. Да, это Якутск, Магадан в 2005 году. Ух, да, это было масштабное путешествие, экспедиция. Приморцы, Хабаровские, Амурские приехали. Объединенные, да? Объединенные, да. Ага. И мы поехали. Это было вообще... Тогда не было мостов на ручьях, тогда не было заправок и так далее. Ни кафе, ничего. Просто это было... Куба-то была, наверное? Куба была. Куба была, ну. Да, Куба была, а тогда он был за рекой. То есть, если ты в Ушнере едешь, надо туда переправиться, да. Да. Через Кубиме, да? Кубиме, тогда свой Норов показал, у нас 2 машины плыли. Прямо? Да, ну, мы их поймали, они на веревке были. Но и местных спасали там. Мне жалко было людей, которые утопили печенье. Да, они свой магазин туда возили, и все конфеты, печенье, пряники уплыли. Да, это было очень так печальное зрелище. Это первое путешествие. А второе путешествие у нас 2006 год, это Монголия. Это целый месяц автономного путешествия. Тоже бригада очень большая была. Человек за 30 и 17, что ли, экипажей. Очуметь. С Красноярска, Свердловска, Бурятии, Приморцы. На границе не было проблем? А что так много народу? Куда поехали? Ванизированные чуть ли не получается? На границе были проблемы, когда обратно. Да. Почему-то наши доблестные ребята подумали, что мы контрабандисты. Да, что-то набрали и едете, да? Под видом того, что вы, типа, туристы. Да, а так, внутри Монголии мне очень понравилось. Нам отношение было местных жителей просто чудесно. Люди просто радовались, делились всем, что, как бы, все на столах, что было.
И для нас это было вообще путешествие, ну, такое, глаза открыли, можно сказать. Вот. Так, я сейчас немножко плов перемешаю. Уже можно, да? Да, потому что, нет, верхнюю часть только, до моркови, потому что у нас в ускоренном режиме все делается. Ускоренная кухня просто вкусная. Да, поэтому мы должны успеть его приготовить и съесть. Перемешали, и, Семен, ты говоришь, что уже практически уже готово. Да, уже можно Ну, есть. давай сервировать. Давай, хорошо. Попробуем. Попробуем. Что у нас получилось? Да. Плов такой капризное блюдо, Ну, конечно. да, поэтому заранее невозможно сказать, что у нас получилось. Мы сейчас попробуем. Но выглядит неплохо. Да. Всегда, значит, начинает, Снизу. да, снизу скрываем. Так, вот сюда мы положим, чтобы она дальше не кипела. Ну, чтобы плов рассыпчатый был, его надо, А так делаешь, да? да, надо. Чтобы воздухом пропиталось, да? Кислородом Ну, да, насытилось. вообще, те, кто готовит плов, их называют в Узбекистане ошпаз. Ошпазы, они управляются шумовкой, как, Вообще вот так, да, как в цирке. Заправский, да? Да, по заправке. Ну, я до такой степени не дошел. Пока, Да, пока. скажем так, ну, 10 лет это еще как бы не срок. Ничего, еще Да. 10 лет, и ты глядишь уже, и тоже будешь как ушпас. Ну, открою Ушпас, да. свою ушпасную. плов-центр у Семена. Плов-центр. Да. И Как в Ташкенте, да? Да. Ну, в принципе, вот можно уже отсюда кушать. Уже начинать, да, потому что уже не терпится. Давай все не выкладывать, все оставим остальное съемочной бригаде, а это вдвоем мы с тобой сидим. Да, окей. Так, Ну давай что, бон аппетит нам, приятного аппетита, с Новым годом. Давай, Да. дружище. попробуем, что у нас получилось. Да, я, как обычно, начинаю с мяса. Мясо говядина. Отлично. Семен, спасибо. Учитывая то, что час, управиться за час в таких условиях, которые, ну, скажем так, для тебя не родные, дорогие телезрители, извините, я жую. Здорово. Вообще здорово. Да. Ну, достаточно трудно, да, в новых условиях, но я думаю, что результат нормальный. Мы обязательно это доедаем. Да. Семен, еще раз тебе спасибо большое, да. И я хочу дать тебе немножко слов, пожеланий нашим телезрителям. Вот, на эту камеру, пожалуйста. Я еще раз хочу пожелать наступившему Новому году уверенности в завтрашнем дне, здоровья, этот такое необычное и нехорошее время, ковидное время, и везения, удачи, чтобы каждый себя реализовал, и у всех это получилось. Я очень хочу, чтобы год, 22-й год, год столетия республики, всем запомнился, что это был хороший год. Все? А еще раз спасибо тебе, Семен, что был гостем. Спасибо за приятную беседу, за вот такой замечательный плов. А я Петр Цепанин. На этом потихоньку прощаемся с вами. Программа «Просто вкусно» на канале Якутия 24.